Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Самые скорые перемены. Что вот-вот начнет меняться в вашей жизни. Посмотрим и на что, и в какую сторону. Самые скорые, быстрые, молниеносные перемены для вас. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе. Тут прям сама госпожа удача вышла. Госпожа Фортуна, она же удача, делает, как знаете, какой-то реверанс в вашу сторону. И почему-то это как-то касается вашего кармана. Прямо карман показан отдельно от платья, да, либо отдельно от одежды. Ну, что-то удивительное, на самом деле удивительное. Кому с деньгами не везет, либо у кого с деньгами проблема, какие-то трудности, какие-то лишения, да, либо жизнь в режиме жесткой экономии. А может, вы что-то купить хотите, а оно очень дорого стоит, и вы не решаетесь. Да? Тут, в принципе, может отыграться что угодно. Госпожа Фортуна, она такая изобретательная дама. Возможно, на то, что вы себе облюбовали, то, что вам нравится, вдруг пойдут скидки. И скидки грандиозные. И тогда вы купите и даже не поморщитесь. Возможно, какое-то денежное предложение, либо какая-то финансовая возможность для вас, да, вот получить денежку, либо получить какие-то ресурсы. Но что-то хорошее, опять же, для вас, для вашей семьи, для вашего дома. То, чего вы совсем не ждете, но в чем очень-очень сильно нуждаетесь. Но и то, что вы прям по-настоящему заслуживаете. Просто так фортуна никому и никогда не приходит. А за каждое везение прям надо платить, и платить дорого. А тут, видите, госпожа Фортуна вышла сама, делает реверанс, и вот карман мне идет. Именно как будто бы карман от нее переходит к вам. Прям позолотят вам ручку, либо наполнят ваш карман, либо какое-то улучшение там, в доходах, в поступлениях ресурсов, финансов. Ой, спасибо высшие силы за вашу доброту, за вашу любовь и вашу заботу. Пусть у каждого проиграется. Неважно, вы мужчина, женщина, где вы живете, чем занимаетесь, пусть проиграется у каждого, кто посмотрит эту отсыпочку. Дальше. Смотрите, вот ситуация, когда вы один, либо одна против всех и всего. Либо это речь о каком-то тотальном одиночестве, либо о том, что общество закрылось и вас не принимает, либо что вы столкнулись с такими неоднозначными личностями, которые не хотят там ни общаться, ни договариваться, ни контактировать, да, вот как стена. Люди как стена, живая стена, абсолютно бесчувственные и, напрочь, извините, отмороженные. Мне почему-то еще идет, да, поступки, поведение, отношения. Вы такого не заслужили. Вы вообще как жертва в этой ситуации, да, вот один против всех мне идет. Может быть, так случилось в вашей жизни, что вы одна, либо вы один, на руках у вас пожилые родители, либо маленькие дети, и никого вокруг, кто бы обратил на вас внимание, кто бы протянул вам руку, кто бы изъявил желание, хоть как-то, хоть капелюшечку поучаствовать в вашей жизни. Не то чтобы там помочь, просто спросить, как у тебя дела, а чем я могу тебя выручить, да, чем я могу помочь, что я могу для тебя сделать. Просто, вы знаете, человеческого тепла даже может не хватать. И еще почему-то идет мне картинка, что вот вы и вокруг вас люди, но все эти люди, они настолько холодные и равнодушные,
что вам некому даже голову преклонить. Почему-то такая картинка. То есть теоретически, да, вы можете находиться в обществе, в семье вы можете находиться, но они настолько холодные, да, вот ощущение морозильника идет, пробирает до костей. Либо, ну, вот такое незаслуженное отношение именно конкретно к вам. Ну, вот что-то плохое, да, плохое, то, что жизненные силы из вас просто вот выкачивает, да, от этой несправедливости, от этого неравенства, от этих проблем, да, с которыми в одиночку приходится ежедневно, ежечасно сражаться и бороться, и стоять вот прям не на жизнь, а на смерть. Потому что никого родного, либо близкого рядом нет, либо адекватного даже, адекватного рядом нет. Вот какая-то такая мрачная ситуация. Но смотрите, какие перемены. По одному, не все сразу, не все скопом, но по одному я вижу, что люди начинают поворачиваться. Мало того, что поворачиваться, они начинают к вам подходить. И еще вижу, что они становятся вам за спину. То есть прикрывают ваш тыл, да, прикрывают вашу спину. По одному, с кого-то одного начнется, и дальше как по цепной реакции, да, и другие люди тоже подтянутся. Как пример, он заразителен. Кто-то один встанет на вашу сторону, либо кто-то один проявит настоящий живой интерес к вам, как к личности и к той жизненной ситуации, в которой вы оказались. И вот вы были одна либо один против всего и всех, а потом вас станет много. Да? Это ваши люди, это люди, на которых вы можете опереться. Это люди, которые стеной уже живой, но доброй, теплой стоят и прикрывают вашу спину. Да? Со временем, возможно, будут прикрывать не только спину, но и грудь. Там уже время покажет. Но пока я вижу, что по одному люди начинают переходить на вашу сторону. Как будто бы какая-то невидимая граница между вами и какими-то людьми. И вот один перешел, другой посмотрел, потом этот другой перешел, третий посмотрел, да, третий перешел и так далее. То есть со временем за вами там, целая община, да, как отряд целый, а может и рота. Много людей встанет на вашу сторону. Что бы это ни было, работа, личная жизнь, отношения, в принципе, среда, в которой вы оказались. Но вот люди перейдут на вашу сторону. Возможно, им откроется, какой вы хороший человек. Возможно, им станет известно о том, что вы в трудном, тяжелом жизненном положении. Возможно, да, вы выйдете из-под тени, и люди смогут вас рассмотреть. Я понимаю, что отсыпка общая, да, и вариантов может быть 1001. Но, с другой стороны, я вижу результат всего этого действия. Я вижу, что вы не будете одиноко, либо не будете одинок. И жизнь ваша, благодаря тому, что нужные люди рядом находятся, с добром к вам подходят, она будет меняться. Она будет медленно, но уверенно разворачиваться в сторону тепла, добра и света. Понимаете, вот из этого ужасного темного холода, пробирающего, морозного, да, из темноты, медленно, но уверенно, да, по одному человеку. Вот каждый, кто заходит на вашу сторону, он разворачивает вашу жизнь. Вот когда так мне идет очень интересно, еще и с правой стороны, просто так это не бывает. Значит, были какие-то причины. Может, кто-то вас оклеветал, оговорил. Может, кто-то магией вас закрыл, да, поставил на вас какую-то вот печать, да, нехорошую, что люди вас и не видели, и не замечали, либо испытывали к вам негативные мысли, ощущения, да, чувства негативные. И такое бывает. Да. Вот если там поковыряться у практиков, там такие страшные вещи иногда всплывают, что ни одному нормальному человеку и в голову не придет. Но тем не менее, что вышло, то вышло. И слава Богу, что ваша жизнь разворачивается. Да, не быстро, да, неспешно, но она разворачивается, и она развернется полностью. И вы уже никогда не будете одиноко, либо одинок. Это 100%. Вокруг вас будут настоящие, дружелюбные, открытые, приятные люди. Вот я это вижу. И слава Богу, спасибо, высшие силы. Ту-ту-ту. Дальше. Человек со странным именем. Имя очень короткое. Вот прям короткое. 2 или 3 буквы. Имя может быть как наше, так и какое-нибудь не наше, какое-нибудь иностранное, например. Но имя очень короткое. Может, это и не имя, может, это кличка. Но вот из коротких имен, вот мне имя Ян идет. Ян, Яна, да? Яна 3 буквы, Ян 2 буквы.
вот какое-то такое имя. Может быть, да, человека будут звать Ян. Почему бы и нет? Вот человек с коротким именем сделает что-то невозможное. Невозможное он сделает то ли для вас, то ли в принципе, да, он что-то сделает невозможное. Но благодаря этому человеку, я вижу, что какая-то гора начинает разрушаться, причем разрушаться как будто бы со средины. Вот не так, как вулкан взрывается, да, а вот как-то со средины мне идет, да, камни как будто бы в землю проваливаются, да, и от этой горы ничего не останется. Будет, как, знаете, такое ровное, чистое место. Вот, интересно показали. Вот вы этого не ждете, вы об этом не думаете, вы на это не загадываете. Вы просто страдаете, потому что есть горы, которые нельзя пройти, которые нельзя преодолеть, которые пугают своей мрачностью, высотой, да. Вот аж голова кружится, когда вы смотрите на эти проблемы и думаете: нет такой силы, которая бы смогла избавить меня от этих проблем. Либо нет такой силы, которая бы помогла мне пройти, да, выбраться. А вот человек с коротким именем, вот 2 или 3 буквы, мужчина или женщина, поможет, сделает. Другие не могут, а этот человек сделает. Знаете, как будто бы он, либо она посланник, посланница небес с определенной задачей, миссией, и в руки вложили, да, вот это знамя, говорят: иди, неси, разрушай. И человек пойдет и это сделает. Да, какой-то герой, либо героиня мне идет. Кстати, вот по поводу этой горы, она рухнет как-то очень быстро. Здесь как будто бы эту гору земля поглощает. Знаете, вот проглотит, земля проглотит. Вот как-то так мне идет. Интересно показали. И еще там час назад была проблема, а уже ничего нету. И следа не осталось от этой проблемы. Вот какое-то такое ощущение. Слушайте, вы так обрадуетесь. Вы ребенком были, так не радовались. Вот какое-то незабываемое ощущение радости, счастья, вот какая-то смесь, да, радости и счастья, и чудо, да, это же чудо. Но кто бы мог подумать, но кто бы мог предположить? Но имя героя вы точно узнаете. Вы потом вспомните эту цыпочку и скажете: точно, песок же показал, да, точно, это же про этого человека. Слушайте, ну это уникально. Тьфу-тьфу-тьфу, еще раз. Так, дальше. Показывают мне очень деструктивное общение, либо деструктивные отношения. Отношения, которые, ну, одному лишь Богу ведомо, да, на чем держатся. Там ничего общего, там презрение, там неприязнь, там неприятие. Даже какой-то, знаете, вот есть магнит, который притягивает, а есть, который отталкивает, да, отторжение мне еще идет. Но все равно люди в отношениях. Отношения могут быть как и дружескими, так и семейными, так и любовными. Какая-то, знаете, как невидимая нить связала этих людей. А эти люди вместе, когда находятся, их как будто бы огнем обжигает, да? Вот как только чуть-чуть отдаляются, как-то поспокойнее, легче становится. Как только сближаются, так сразу огонь. Огонь такой обжигающий, такой сильный огонь, такой выжигает. Прям не просто обжигает, а прям выжигает. Смотрите, эта нить, которая вас связала, это кармическая нить. Ну, то есть люди, которые в таких ужасных отношениях, они по факту должны с друг другом пройти эту карму, да, испить эту чашу яда до дна. И понятно, что яд невкусный. Он невкусный, он реально невкусный. Вы его пьете, вы кривитесь, вы морщитесь и говорите: фу, не могу, больше не могу глоточка сделать. А карма говорит: надо, вы просто обязаны. Возможно, это из прошлых жизней идет, возможно, это из прошлых событий, возможно, это предтеча будущих событий. То есть карма — вещь такая сложная, и там что угодно может отыграться. Я вижу, что осталось буквально как 2 глотка. Один глоток ваш, другой глоток того другого человека. И как только эти глотки будут сделаны, вы, конечно, не поверите, но я все равно скажу,
чаша снова наполнится. Но не пугайтесь, она наполнится сладким каким-то щербетом, либо сиропом, ну чем-то очень потрясающим, вкусным, ароматным, таким вот, что, знаете, хочется пить и пить, да, вот какая-то такая приятная сладость, такой незабываемо, почему-то слово шикарно идет, да, вкус. Что-то такое, чего вы раньше никогда не пробовали. Вы себе представить не могли, что бывают такие вкусные напитки. То есть люди, пройдя свою карму до конца, обретут свою награду. То есть получается, что раньше вы друг друга мучали, да, потому что вместе пили яд, а теперь вы друг другу счастье подарите, потому что будете пить этот прекрасный божественный сироп. Ну, либо щербет, да, ну, кому что нравится. Вот, это очень интересно, особенно для тех, у кого прям очень плохие отношения личного характера, да. Это даже можно сравнить со вторым шансом на счастье. А может, это и не второй шанс, может, это будет первый и единственный шанс на счастье. Потому что карма — это всегда тяжело, это всегда больно. Люди придумывают этому 1000 названий. Но на самом деле люди друг другу должны, либо они должны именно друг другом пройти вот все уроки боли до конца. Люди могут быть хорошие, да, по отношению к другим, но очень плохие по отношению к друг другу. Вот видели такие пары, когда они там в семье бьются, дерутся, а на люди выходят, и такие прекрасные, респектабельные, уважаемые, приятные люди. Вот это про это история. И эта история, кстати, может еще быть семейная в плане, что не мужчина, а женщина, а, например, там ребенок и родитель. Да, вот это прям самое ужасное, когда карма между детьми и родителями. В общем, вы, конечно, да, не поверите, я это понимаю, я это ощущаю, но тем не менее поживем, увидим. И то, что сейчас вам кажется самой большой вот нагрузкой, бедой, неприятностью в вашей жизни, да, человек, которого вы менее всего хотите видеть рядом с собой, в будущем станет для вас, ну, как медовый пряничек, да. Настолько поменяются отношения, восприятие, ощущения, настроение, связь между вами, настолько все поменяется, что отношения будут не только спасены, но и выведены на какой-то новый мега-запредельный уровень. Ну, таких отношений не было и ни с кем другим уже не будут, потому что эти отношения, они кармические. Даже, вот знаете, там 30 лет вместе промучились, а потом вот такое случится. Я вижу, что осталось по последнему глотку. Один глоток для вас, один глоток для другого человека. И как только вы допьете, сразу же наполнится вот чем-то очень-очень вкусным. И отношения между вами просто диаметрально противоположно меняются. И очень-очень сильно меняются. Дальше, мои хорошие. У кого-то будут скоро перемены на работе, в делах, на работе. Причем, надо как-то помягче, наверное, вам сказать. Ну ладно, буду говорить как есть. Допустим, ну вот только не пугайтесь, пожалуйста, да, я не хочу, чтобы вы себя некомфортно чувствовали, поймите, что это судьба. А от судьбы, ну, не спрятаться и не уйти. Везде найдет, везде достанет. Для кого-то судьба иногда злодейка, а для кого мама родная, да. Поэтому, ну, всякое бывает, у судьбы много лиц. Но ваша судьба, она не плохая, она не самая худшая, она не самая трагичная. Она обычная, да, вот если мы возьмем соотношение хорошего и плохого, то, в принципе, ничего страшного. Смотрите, я вижу, что человека какие-то вынужденные обстоятельства буквально толкают заняться новой работой, новой деятельностью, новым бизнесом. У кого-то вот работали по найму, допустим, ну вот сократили вас, да, либо что-то такое произошло, пришлось уволиться. И вы уйдете на более лучшую работу. Это как мостик, да? Мостик в новую жизнь, на новую работу, в новую деятельность, в новый бизнес. Кто-то работал по найму, перейдет в самозанятость. Кто-то работал, допустим, в одном направлении, в одной сфере, перейдет в совершенно другую сферу, в другое направление. То есть вот как-то так показано. Говорят же, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот и у вас так показано.
И у вас так показано не гладко, не просто, не с улыбкой, но тем не менее будут перемены. Перемены, которые просто нужно принять. Принять как данность. Ничего изменить вы не можете, повлиять вы тоже не можете. Видимо, именно сейчас вы подошли к той самой точке невозврата. И дальше только лишь новая жизнь, новая работа, новая деятельность, новые доходы, новые деньги. Причем новые не только в прямом, но и в переносном смысле, может быть, да. Так что имеется в виду, что зарабатывали в своей валюте, будете зарабатывать в иностранной. Зарабатывали один там доход, теперь он у вас там кратно увеличится. Понимаете, вот новое мне идет. И сначала, конечно, будет некомфортно, грустно, печально, болезненно кому-то будет. Я это вижу, я вас понимаю. И я чувствую то, что будете чувствовать вы. Но пройдет совсем капелюшечка времени, и вы поймете, что все было к лучшему. Если бы вас там не уволили, не сократили, вы бы годами волочили такую тяжелую, неприятную жизнь, да, работали бы за копейки, терпели унижения, ни славы, ни почета, ни реализации, ни вознаграждения, ничего бы не было, да. А вы бы до пенсии просидели на этом месте, и денег бы не заработали, и пожить бы не успели, как нормальные люди живут. И вот как-то, знаете, вот ощущение как неудачника, да, неудач, оно бы с вами было до конца, и оно бы постоянно горечью портило вам вкус и ощущение от жизни. А тут вас вот буквально встряхнули и подкинули, да, и выкинули, и перекинули на другое рабочее место, либо в другую стезю. И там вы уже расцветете как самый прекрасный и шикарный цветок. Вы найдете себя, вы найдете свою реализацию, вы найдете свои доходы. Вы почувствуете новую жизнь и почувствуете ее прям на вкус, мне идет, да? Но больше будете себе позволять, там, кафе, ресторан, пища, да, органик, еда, я имею в виду, да, покупка там продуктов органик, отдых в хороших местах, там, отели, какие-то клубы, рестораны, да, вот все это попробуйте. Интересно показано, сложно, это очень сложно, это больно, это нервотрепка, это стресс, это прям, знаете, слезы даже у кого-то будут, обида, да, что вот я так много времени отдала этому предприятию, либо этой фирме, а они так жестоко со мной поступили. Но смотрите, за этой жестокостью кроется будущее, кроется ваш шанс на действительно новую работу, новую жизнь и другие деньги. Реально другие деньги. Вот. Поживете, увидите. Главное, что воспринимайте все как данность. Бороться с этим нельзя, изменить это нельзя. Это уже предначертано. И вы вот хотите, не хотите, а вы к этому приближаетесь. Даже если вот вы сейчас скажете, что не хочу ничего менять, пусть у меня будет плохая работа, пусть я буду мало получать, но только лишь не надо перемен. Вас никто не услышит. Уже предначертано, уже вы на полпути, а кто-то уже буквально у финиша, да? Вот как-то так показано. Вы потом поймете, к чему это все было. И потом вы скажете спасибо вот этой ужасной ситуации за то, что она произошла. Скажете, ах, если бы тогда меня не сократили или не уволили, или мне не пришлось бы там закрыть свой бизнес, ох, не жила бы я сейчас так хорошо, либо не жил бы я так хорошо. Вот как-то так мне идет, интересно. Так, еще ближе к венцу показываю человека, который из такого, знаете, улья диких пчел рукой мед достает. Вот прям залазит туда и достает. Не боится пчел, и пчелы его не кусают. Но мед он очень сладкий. И еще вот какой-то флажок вы поднимаете над этим ульем. То есть вы, скорее всего, этим флажком застолбили это место, говорите, это мое место, пчелы тоже мои, и мед весь мой, да? И все это признают. И пчелы признают, и вы признаете, и люди вокруг вас признают, да? Хотя я думаю, что другие бы не сунули руку в улей, потому что их бы точно покусали. Вот как, знаете, сделать что-то, на что другие не способны. Может быть, вы уже над этим работаете, а может, вам всего лишь это предстоит, да? Вот столкнетесь с ситуацией, не побоитесь, рискнете, сунете руку в улей и вытащите свой мед.
Вот как-то так мне идет. Что это, я даже предположить не могу. Но то, что вы это сделаете, я это вижу. И даже, знаете, вот прям показали, что пока другие там от пчел прячутся, как-то, знаете, там закрываются, чем-то отмахиваются от этих пчел, вы же стоите с левой стороны и прям смело засовываете руку в этот улей. Все. И пчелы такие: ничего себе, она смелая, да, дерзкая, он дерзкий. Но не будем кусать. Мало ли там что, да, человек в себе уверен, так смело засунул руку. Никто не покусает, а мед вы вытащите. Ну, что-то сладкое, что-то приятное, знаете, как получить, добиться, либо показать себя, проявить себя до конца. Ну, хороший на самом деле знак, добрый знак. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.